ребенок и сейчас. Слушайте, коми мой дыща. Мифология народа Коми богата различными чудными существами, среди которых встречаются и жуткие, и пугающие. Сейчас я расскажу о самых страшных из них, начиная с безобидных и заканчивая ужасающими. Источники вы можете найти в описании. Верса – это лесной дух, леший, который остается чаще невидимым, но если уж и показывается, то обычно в виде какого-нибудь животного, например, медведя или кошки, вихря, а также человека, отличающегося ростом сосну и другими особенностями. Иногда ходит со своей собакой. Жили лешие в глухих чащах, треугольных домах и вели там обычное крестьянское хозяйство. Верса может увести животных вглубь леса и спрятать там. Это может произойти, если охотники разучились обращаться с природой так, как надо. Он может осаждать его и похищать его добычу, если тот вторгся во владение лешего. Верса уносит к себе детей, проклятых матерями, поэтому ему оставляли подарки, гостинцы и подношения. Есть много легенд, в которых охотники помогали лесному духу, чаще всего в борьбе с водяным васой. Куття – маленькое человекоподобное существо, обитающее в воде, а в Рождество выходящее на землю. Они ловили детей, садили на свои железные сани и уносили их с собой в прорубь. Поэтому в это время родители запрещали детям гулять. Молодежи они могли сообщить о будущем во время святочных гаданий. Васа или Вакуль – это водяной. Обычно предстает в облике старика с большой бородой, человека с рыбьим хвостом или в виде огромной щуки. У него есть семья, и живет он в лесных водоемах в избе, имеет скот, которых иногда спасет на берегу. В отличие от лешего, он считается вредным и опасным. Мог утопить одинокого путника, идущего через мост, а утопших детей усыновлял. Заброшенный мусор, ругань и ссоры мог лишить добычи, поэтому перед началом лова водяным приносили жертву и задабривали. Мукер переводится как «земляной олень». Коми находили бивня мамонтов и считали, что это рога огромного оленя. Он был так тяжел, что проваливался в землю по грудь, и там, где он ходил, появлялись реки и ручьи. Под влиянием православной церкви Коми объяснили их вымирание. Из-за большого количества созданных им рек начался потоп. Но из-за своих размеров Мукер не влез в ковчег Ноя. Какое-то время он держался на плаву, но птицы, севшие на его огромные рога, прибавили веса, и олень утонул. Йома – это старуха, имеющая длинные зубы, железные ногти, большой чуткий нос и мохнатые слепые глаза. Является людоедом и обладает большой силой. По некоторым предположениям, его поначалу было божеством, а в некоторых легендах предстает ребенком верховного бога Тимур-Гаена. Но под влиянием русской мифологии попустилась до образа какой-нибудь бабы-яги в сказках и ворующей детей. Она живет в лесной избушке, вросшей в землю, и является одной из покровителей леса, воды, злаков и женских ремесел. Является женой либо мамой Гунтера и иногда имеет дочь. Гунтер или герой из коми-сказок. Это многоголовый великан-людоед и охранник значимых мест. Носит железную рубашку, занимается сельским хозяйством. Под влиянием русской мифологии образ Гунтера стал похож на змея или дракона. Жить он может где угодно. Иногда выходит из воды или прилетает из-за тучи тумана и похищает людей. Дыхание его считается нечистым. Шева, но вот где много русских называют ее Икоткой. Этот дух мог представлять собой что угодно – ящерицу, птичку, насекомое и даже пучок ниток. Изготавливали их ведьмы с помощью колдовской силы и другими способами. Шев приходилось кормить,
поэтому хозяева стремились их поскорее раздать. Колдуны подбрасывали их в еду и напитки, а также в местах, где человек мог споткнуться и вырваться. Шева поселялась в человеческом организме, грызла наиболее вкусные ткани и со временем покрывалась шерстью. У человека в это время могли быть удушье, боли сердца, желудке, голове и другие заболевания. Также были исторические припадки и несвойственные ранее человеку поступки и разговоры, раздвоение личности. Другие в это время могли задавать Шеве вопросы и получать ответы. Бороться с ней было бесполезно. Она лишь могла перейти к другому хозяину. Ягморт, пожалуй, один из самых известных героев коми-мифологии. О нем снимали фильм, писали множество книг, поэму и даже ставили балет. Ягморт – это великан ростом сосну, а иногда и больше, похожий на дикого зверя, живший в пещере или в избушке в лесах реки Печора. Он устраивал пожары, похищал скот, женщин, детей и охотников. Также Ягморт был колдуном и насылал болезни и непогоду. Победить его можно было только обманом или собравшись всем поселением. Джиджи – дух, подменяющий и крадущий безгрешно крутых детей, оставленных без присмотра. Он является простой тенью, но с большими узкими глазами и ртом. Джиджи крадет и съедает младенцев, чтобы стать тяжелее и суметь украсть и съесть людей покрупнее. Но если он смог увеличиться, то обычно утекает сквозь землю. Чтобы уберечь дитя, надо повесить люльку с младенцем посреди комнаты, либо надеть на него взрослую одежду или сшитую из ткани, нужной взрослым. Пожалуй, это были самые страшные существа из коми-мифологии. Если вам понравилось и было хотя бы немного жутко, то подписывайтесь, ставьте отметки «Мне нравится», а также загляните на другой канал, где тоже есть видео о коме. Ну, а мне пора идти. Приходите в следующий раз. Завыджитайте, а дишлетыч достав бурсы, до накып исчез.